Когда следует прибегать к помощи пластических хирургов и какой вред от сетевой торговли? Эти вопросы на днях стали темой для обсуждения в муфтияте. Мусульманам страны разъяснили принятые советом улемов новые фатвы. Согласно этим решениям, с точки зрения догм ислама, верующим категорически не следует заниматься сетевым маркетингом, а вот ложиться под нож для изменения внешности разрешается только в случае крайней необходимости. В основном цель сетевого маркетинга – это ширма. Как бы получить большие деньги за какую-то мелкую товар. И много страдает наше общество от таких мошенничеств. Насчет пластической операции, вот смотри, если рожденный у него есть какие-то дефекты в человеке, то разрешается в исламе. А для красоты, если, скажем, Бог дал ему хорошее тело, все у него нормально, и он хочет что-то еще улучшить, то в таких случаях не разрешается пластическая операция. Есть еще одна новая фатва, касающаяся вакцинации. Прививать себя или своих детей Духовное управление мусульман страны не запретило, но и не одобрило. Но, по крайней мере, грехом это точно считаться не будет. И если верующие родители решатся вакцинировать новорожденного, то никаких религиозных норм не нарушат, говорят в Думке. Однако, опять же, такая позиция по своему личному усмотрению или убеждению привела в итоге к тому, что в республике резко увеличилось число отказников. В 2016-м этот показатель составлял 4600 человек, в 2017-м порядка 8000 отказываются от комплексных прививок, в том числе по религиозным причинам. Много вопросов поступает от пациентов. Из чего состоят вакцины, откуда привозят, кто даст гарантии, что они безопасны и тому подобное. Мы утверждаем, что все препараты всегда проходят соответствующую сертификацию. К слову, по качеству вакцин сегодня также немало споров. Несколько лет назад был даже случай, когда ребенок впал в кому после, казалось бы, плановой прививки. Мама малыша тогда обвинила врачей в том, что, несмотря на противопоказания, ее сына все-таки привили. Впрочем, здесь речь идет о халатности самого медика, но многие родители не стали в этом разбираться и начали паниковать относительно необходимости прививок. В Республиканском центре иммунопрофилактики спешат успокоить. Там заверяют, что поступающие в страну вакцины имеют все сертификаты безопасности, поэтому все страхи считают необоснованными. В 2018 году мы подготовили специальный законопроект. Это изменение в закон, согласно которым родители будут нести полную ответственность за отказ от прививок для своих детей. Потому что единственный, кто может дать рекомендации и основания для отказа от вакцинации, это только врач, но не родитель. Отказ от прививок так или иначе ведет к вспышке опасных заболеваний, неустанно твердят специалисты. Но тем не менее, больше всего, по официальным данным, от вакцинации отказываются в столице. На долю бишкекчан приходится около трети от общего количества отказников. Алексей Немашкал, Алтынбек Бедилов, Асхат Ибраимов, НТС.